Японская легенда гласит: если вы не можете уснуть ночью, значит, вы сейчас бодрствуете в чьем-то сне. Древние китайцы считали сон такой же реальностью, как и то, что происходит в бодрствовании. Способность видеть сны не уникальна для человека. Так почему же существует необходимость сна и возникает смерть без него? Треть жизни мы проводим во сне. Что бы мы ни делали, кем бы мы ни были каждый день, для нас заканчивается одинаково. Мы закрываем глаза и растворяемся во тьме. И делаем это без страха, хотя все, что мы называем собой, исчезает. Каждую ночь мы участвуем в глубочайших таинствах, перемещаясь из одного измерения опыта в другое, утрачивая ощущение себя и снова обретая его, и воспринимаем это как должное. Утром мы просыпаемся, и для нас начинается явь, но в каком-то смысле мы по-прежнему спим и видим сны. В древности существовала магическая наука о снах, анейромантия. Она развивалась на Востоке, в арабских странах. В Коране есть упоминания о пророках и о том, что им могли видеться сны, вещи сны, которые можно было толковать и действительно понимать, что тебе делать дальше, как тебе действовать. Но обычно рекомендуется простым людям не обращать на это внимания, потому что часто человек заигрывается. То есть, нужно иметь очень кристально такое чистое сознание, очень высокий духовный уровень. Нужно быть свободным от материальных привязанностей. Тогда, конечно же, наверное, в течение сна человек тоже способен и на духовную практику, и на совершение зикра. То есть мы знаем такие истории. Но большинство людей, скорее всего, находится не на том уровне. Православный протоиерей Игорь Фомин на вопрос, надо ли верить снам и читать сонники, искать в них смысл, отвечает так: в сны верить нельзя. Это действительно суеверие, которое должно быть глубоко чуждо христианину. Если вам во сне является Господь, ангел-хранитель или кто-то из святых, проснувшись, помолитесь к Господу, попросите, чтобы Он избавил вас от этого сна, потому что мы не можем быть достойны такого явления. Сновидение является частью человеческого сознания, а оно занимает огромную его часть в том плане, что во снах мы также живем, так можно сказать. Буддизм говорит о том, что мы должны свой ум контролировать. Начинается это с контроля в реальной жизни, обычной. И в буддизме есть специальная практика, которая является йога сновидений. То есть мы заставляем собственное сознание даже очищать свое сознание во снах. Вплоть до XIX века бытовало мнение, что сны являются чем-то бесполезным или даже вредным. В середине XX века Фрейд сообщил миру о том, что якобы сновидение имеет подсознательную природу животного и продуцирует вовне сознания образы, снаряженные сексуальным напряжением, ограничениями и либидо. Есть два состояния основных – бодрствование и сон. Бодрствование мы занимаемся реальной жизнью, а во сне мы, как раньше считали, отдыхаем. То есть как бы это покой, но на самом деле это не так. Сон – это сложное состояние, которое является такой же важной частью нашей жизни, как и бодрствование. Во сне мы перерабатываем, видимо, информацию, которую мы получили днем. Считается, что сон участвует в запоминании, консолидации памяти. Есть два вида сна. Это медленный
сон, когда вот самые важные процессы идут на химическом уровне, без которого, собственно говоря, мы не можем жить. И быстрый сон, или еще, как его называют, парадоксальный сон, сон с быстрыми движениями глаз, вот когда нам снятся сновидения. Для чего он нужен, не очень понятно вообще. И есть он только у млекопитающих и у птиц. У человека этот цикл длится около 1,5 часов, и в течение ночи он повторяется от 4 до 6 раз. Начальная стадия сна, засыпание, длится 5-10 минут. Затем наступает вторая фаза, длительностью около 20 минут. Еще 30-45 минут приходится на период 3 и 4 фаз сна. После этого спящий снова возвращается во вторую фазу, после которой возникает первый эпизод парадоксального сна с быстрым движением глаз, во время которого и снятся сновидения. Вся эта последовательность со сменой фаз называется циклом. Новорожденный ребенок спит в среднем 18 часов в сутки, и половину этого времени ему снятся сны. Есть мнение, что сон играет большую роль в развитии детского мозга. С возрастом количество и продолжительность циклов быстрого сна со сновидениями уменьшается до 7-8 часов. Швейцарский психолог Жан Пиаже полагает, что дети проходят 3 стадии осмысления сновидений. На первой, в возрасте от 3 до 4 лет, ребенок не различает сна и бодрствования. Он уверен, что сновидение – это реальность. Просыпаясь в страхе во время кошмаров, ребенок верит, что чудовище из сна находится в шкафу. И все уверения родителей, что это лишь сон, его не убеждают. Ребенку нужны веские доказательства. Он должен сам убедиться, что шкаф действительно пуст. В детстве, в 4-5 лет, у ребенка еще диффузное восприятие мира, его фантазии, сновидения он воспринимает как реальные события жизни, и он здесь путается. Но когда мы вырастаем, мы уже видим разницу между сновидениями, фантазиями и тем, что происходит в нашей жизни. Между 4 и 6 годами ребенок пересматривает свое отношение к сновидениям. Теперь он знает, что все произошедшее – лишь сон, хотя до сих пор не осознает, что это такое. На этой стадии ребенок воспринимает сновидение отчасти как внешнее, отчасти как внутреннее явление. Если его спросить, откуда берутся сны, он может ответить – из моей головы. Однако на вопрос, где происходил сон, тот же ребенок ответит – в моей спальне. В возрасте от 5 до 8 лет такое переходное состояние уступает место 3-й стадии. Ребенок хорошо понимает, что сновидения существуют лишь в его воображении, и сон – это результат деятельности мозга, ведь сны происходят в голове. Доказать, что я не сплю? Вот я смотрю на свои часы и вижу, что моя секундная стрелка идет так, как она и должна идти. При этом, если я посмотрю снова на эти часы, они останутся в том же самом положении. Во сне они спокойно могли показать другое время, или, быть может, на месте часов появилось бы что-то иное. Куда уходит сознание? Я не знаю ответа на этот вопрос. Сознание, оно никуда не уходит. На самом деле оно есть в виде цензуры сновидений. В любом случае она есть, но она ослабляется. Просто на первый план выходят именно инстинкты, наши желания. Но на самом деле наше сознание очень костно. Очень многие ко мне как раз на лекции приходят и говорят, вот там вот о буддийской пустоте говорится, как обычно, там, шуньи, как идеал, скажем, достижения сознанием как такого. Я легко проверяю, я говорю, слушайте, дайте мне спички, да, прижгите все палец. Ой, нет. Я говорю, ну вот, где же это мираж-то? Мы все в какой-то степени находимся во снах. Есть, кстати, сны не только ночные сны, есть сны так называемые дневные при открытых глазах, когда вы как бы бодрствуете. Вот вы едете за рулем.
и вас посещают какие-то фантазии, какие-то видения такие, знаете, такое вот как будто блуждание такое психическое. Это тоже, по сути дела, так называемый невидимый сон. Поэтому говорить однозначно о том, в какой степени мы спим или нет, или у меня совсем сознание выключено, я нахожусь во внутреннем своем мире, или все-таки я тестирую реальность и понимаю, что красный свет, и надо бы остановиться. Вот это является критерием. 10 человек смотрят на слона. И у каждого эта картина реальности своя, как выглядит слон. Все дело в восприятии. И то же самое происходит во сне. Если ты очутился в сновидении, ты есть Бог этой реальности там. И ты же творец своей реальности здесь. Бредя по сводчатому коридору, уводившему вглубь огромной крепости, я невольно остановился, восхищаясь величественностью архитектуры. Каким-то образом созерцание великолепного окружения заставило меня понять, что это сновидение. Впечатляющее великолепие замка показалось моему прояснившемуся сознанию еще более удивительным. В состоянии сильнейшего возбуждения я стал исследовать воображаемую реальность своего воздушного замка. Спускаясь в холл, я чувствовал холод камня под ногами и слышал эхо собственных шагов. Каждый элемент этого зачаровывающего зрелища казался реальным, несмотря на то, что я прекрасно осознавал, что вижу сон. Сновидения – это сказки, которые мозг рассказывает сам себе для того, чтобы оправдать собственную активность. Ориентировочный рефлекс, то есть, рефлекс, что это, да? И вот этот рефлекс, он угасает вот при засыпании. Мозг обманывает себя. Он думает, что он в сознании, а уже управление телом, оно нарушено. Мы не воспринимаем информацию от окружающего мира. Сознание обращено вовнутрь, на свои мысли, на переработку информации. Мы часто этим занимаемся. Истинный сон, это глубокий сон. Первые 2 стадии сна – это подготовка ко сну, чтобы реализовать вот этот глубокий сон. 3-ю, 4-ю стадию, когда в мозге появляются высокоамплитудные медленные волны, именно в глубоком сне, вот в этом, происходят все важнейшие вот эти биохимические процессы, когда мы действительно отключаемся от внешнего мира. Да, вот мы спим. Но я говорю это, причем скорее осознавая сейчас более это с философской точки зрения. Если достаточно интенсивно осознанное сновидение практиковать в течение недели-двух, видеть осознанные сны каждый день, то ты начинаешь сомневаться в реальности-то. Реально эта реальность вокруг или нет? I have it under control. А под наркозом реальность сворачивается за 10 секунд в беспамятство. Нередко, пишет Аристотель, когда человек спит, то нечто в его сознании позволяет ему понять, что все происходящее – лишь сон. На протяжении всей истории человечества сновидения нередко становились источником возникновения творческих идей в самых разных областях. Во сне возникали гениальные идеи, приходили решения трудных задач, придумывались сюжеты, сочинялись мелодии. В каждом сне обычно присутствует персонаж, роль которого исполняет спящий. Именно глазами этого персонажа он следит за событиями, происходящими во сне. Именно этим персонажем мы ощущаем себя все время, пока длится сон. Есть 2 типа сознания. В бодрствовании
и во сне. Когда говорят, что сон – это отключение сознания, это не совсем так. Вот сновидение – это особая форма сознания. Вид бессонницы или, по-научному говорят, инсомния, форма инсомнии, что люди говорят: я не сплю. Начинают объективными методами фиксировать энцефалограмму, и оказывается, что они все-таки спят, но они не воспринимают эти моменты. Им кажется, что вот это вот бодрствование, когда они просыпаются, оно непрерывно. То есть это у них иллюзия такая. Есть случаи генетические. Это вот Наполеон был, Александр Македонский. Они имели ген короткого сна. Вот, возможно, очень эффективный сон. За 4-5 часов человек восстанавливается. И вот наличие того, что это возможно, подталкивает людей к тому, что, ну, как же вот так? Вот кто-то может, а я не могу. Мне 65 лет. Помню я себя где-то лет с 3. Помню, что даже в детском саду мне приходилось лежать со зажмуренными глазами. Ну, много учебы было. В институте я училась на архитектурном факультете, там вообще спать было некогда. Пыталась лечь пораньше, когда освобождалась, уже делала все дела, пыталась лечь пораньше. Но это было бесполезно, потому что все равно я лежала, я считала, я пила даже иногда какие-то капельки, чтобы заснуть, но сон не приходил. И поэтому через некоторое время я решила, что я не буду терять свое драгоценное время на то, чтобы заснуть, а лучше я буду делать какие-то дела. Днем никогда не хочу поспать, я никогда не зеваю. У меня нету вот того, что я вот устала, потому что я не спавшая. Зная, что все великие люди спали мало, меня это как-то успокаивает, бодрит и, в общем-то, помогает мне продолжать так жить, в таком режиме. Большинству нужен минимум 7 часов. Было большое эпидемиологическое исследование, и оказалось, что люди, которые спали меньше 7 часов, они живут на 10-15 лет меньше. Так сколько можно не спать? Рекорд непрерывного бодрствования под надзором врача был установлен в 1968 году 52-летней женщиной из Кейптауна. Она не спала более 11 суток. В Трентоне, США, штат Нью-Джерси, в XIX веке жил Ал Херпин. В его доме не было даже кровати. За 92 года жизни он ни разу не сомкнул глаз. Венгерская домохозяйка Рэйчел Саги в 1911 году проснулась от головной боли. Врач напугал ее, мол, голова болит от привычки подолгу спать. После этого Рэйчел бросила вредную привычку и не спала 25 лет. Ныне живучий рекордсмен – 48-летний Яков Цепирович. Он пережил клиническую смерть в 26 лет и с тех пор, по его утверждению, не спит. Сновидениями занимаются очень многие. От доморощенных гадалок и толкователей до серьезных научно-исследовательских институтов. Есть даже специалисты, сомнологи, которые изучают механизмы сна. В Москве в Доме ученых регулярно проводятся семинары на тему «Сон» с целью в доступной форме рассказать о результатах современных исследований. Полностью делиться информацию, мы полностью уверены, что не так и было. Хотя на самом деле было как раз наоборот. Это обычно дело в жизни. Существует простой тест, чтобы проверить, достаточно ли вам сна. Ответьте себе на 4 вопроса. Нужен ли вам будильник? Долго ли просыпаетесь? Нужны ли стимуляторы, кофе, крепкий чай? Сварливы и раздражительны после пробуждения? Если вы ответили на 2 и более вопросов «да», то, скорее всего, вы испытываете недостаток сна. В среднем 25 лет нашей жизни проходит внутри сновидения. Каждый день на 8 часов мы запираем двери и погружаемся в естественное, измененное состояние сознания. Необходимость во сне настолько сильная, что перевешивает голод.
Мозг просто уснет, несмотря на все сознательные попытки с этим бороться. Эксперименты с животными с целью выяснить, могут ли они обходиться без сна, проводились с 1930-х годов. Собаки выдерживали 5-6 суток. Если им не давали выспаться, погибали. У животных отказывала иммунная система, и появлялись внутренние язвы. Однако сам мозг был не поврежден. В годы Второй мировой войны фашистские врачи моделировали стрессовые ситуации на заключенных концлагерей и получили аналогичные результаты. Доктор биологических наук Иван Пигарев предлагает иначе взглянуть на процессы, протекающие во сне, где у нас ухудшается получение сигналов из внешнего мира. Глубоко спящий человек не слышит звуков и не воспринимает зрительные сигналы из глаз. Оказывается, на электроэнцефалограмме спящего человека фиксируется более интенсивная работа нейронов мозга, чем во время бодрствования. Эта загадка сна для многих ученых существует и до настоящего времени. Согласно гипотезе Ивана Пигарева, сон – это то время, когда наш мозг переключается на анализ сигналов, приходящих от внутренних органов. Если они работают, значит, эту информацию должен кто-то анализировать. В такой системе легко объяснить механизм возникновения сновидений. Случайные запросы сигналов из внутренней сферы, попадающие в отдел сознания, будут вызывать у спящего некие случайные, самые странные видения. Скорее всего, сновидение – это момент переходного состояния, когда этот переключатель сигналов или недозакрылся, или в момент пробуждения уже немножко приоткрылся. И тогда мы видим эти странные явления, называемые сновидениями. Как вспоминать сны? Желание помнить свои сны является сильнейшей мотивацией. Действенное средство – запись снов или ключевых образов в персональный личный журнал сновидений. Изменение положения тела после пробуждения может помочь вспомнить забытые сны. Для четкой работы механизмов памяти важны витамины и микроэлементы. Общение с группой сновидцев, единомышленников дает стимул помнить и делиться своими снами, попутно разгадывая их. Как вести журнал сновидений? Итак, вы просыпаетесь, говоря себе: «О, я уже почти проснулся». Как только вы делаете первое большое движение телом, вы теряете мир сновидения. Этого делать не нужно. Итак, просыпаясь, рядом должен быть журнал сновидений и ручка. Вы можете протянуть руку, но не встать, поскольку как только вы встанете с постели, вы тут же выгрузитесь в обычную реальность. Просыпаясь, вы говорите себе: «О, я помню мой сон». Устанавливайте взаимосвязь со сном, пытаясь его не потерять. Вам нужно дотянуться до журнала, стараясь все в него записать, сохраняя концентрацию о сне. Записывайте свои сны. И это лучший способ помнить свои сны. Процессы, которые описал Зигмунд Фрейд, прежде всего, это работа сна. Во сне нам снятся, прежде всего, те дневные остатки, воспоминания, события и переживания, но в искаженной форме. Отсутствие снов – это, скорее всего, все-таки ближе к континууму нездоровья, потому что или человек получает разрядку, но не помнит сна, значит, или он увидел сон в прямом его смысле, там, а прямой смысл в сновидении – получить разрядку или от садистического импульса, либо от сексуального. Поэтому человек сна не видит. Неврозы лечатся с помощью интерпретации сновидений, потому что, по сути дела, психоанализ – это лечение правдой. И когда человек узнает ту правду, которая скрыта за замаскированным сновидением, а, как правило, аналитик, в общем-то, старается и подводит пациента, чтобы он сам интерпретировал эти сновидения, то, соответственно, человек начинает понимать себя лучше, и невроз, и фобия, а фобия – это, в общем-то, производная от невроза, уже не столь нужна для того, чтобы выжить, скажем так. Врач-психиатр Фредерик Вильям ван Эден в 1913 году вывел несколько типов сновидений. Сумбурны, причудливы и бессмысленны. Они отражают события дневной жизни человека. Неприятные сны, кошмары, полные абсурда и непонятных символов. Сны ощущения. Всю ночь мозг может быть занят какой-то мыслью, предметом или личностью. Прозрачные сны. Они посещают человека в промежуточном состоянии между дремой и сном. Спящий знает, что еще не заснул окончательно,
однако видит сны и одновременно размышляет над ними. Йога-нидра – это техника глубокого расслабления тела и сознания, которую разработал индийский мастер, известный индийский учитель Свами Сатьянанда Сарасвати. В середине 70-х годов он издал книгу «Йога-нидра». На основе древних тантрических практик он скомпоновал технику глубокой релаксации, доступную любому человеку. Сатьянанда пришел к выводу, что необходима техника многоступенчатого осознанного расслабления, где сначала очень детально расслабляется физическое тело, часть за частью, с помощью переноса внимания из одной части в другую, и вот так вот очень подробно расслабляются все части тела. Следующий этап расслабления дыхательного цикла. Чем медленнее дыхание, тем спокойнее состояние ума. И третья ступень – это расслабление ума, наблюдение за потоком мыслей и наблюдение за тем, как они постепенно становятся все реже и реже. Плюс к этому добавляется еще визуализация, то есть представление каких-то приятных образов, сюжетов, достаточно абстрактных, не связанных с обычной бытовой жизнью человека. Они включают процессы внутреннего созерцания. Если много напряжения в уме, он просто будет видеть беспокойные сны, он тоже будет испытывать стресс. Да? Автоматически не удается избавиться от глубинных напряжений, а с помощью осознанной релаксации это получается. Йога-нидра – это не сон, хотя слово «нидра» на санскрите значит «сон», но это просто метафорическое название. Сатьянанда подчеркивает, что в йога-нидре мы работаем с промежуточным состоянием между сном и бодрствованием. В психологии это называется гипногогическое состояние. В обычной жизни человек его испытывает несколько секунд в момент, когда он засыпает, то есть когда он уже проваливается в сновидение, но еще сохраняет какую-то небольшую частичку осознанности. Он понимает, что где он, что вот он засыпает. Вот это гипногогическое состояние в йога-нидре поддерживается искусственно на протяжении 1 часа. Ну и выражаясь языком психологии, это состояние транса, да? Но это не сон и не осознанное сновидение. Как зрение не существует без видящего, так и сон не существует без спящего. Человеческий мозг по способам получения, хранения и передачи информации подобен суперкомпьютеру. Многочисленными сенсорами органов чувств, зрением, слухом, обонянием и прочими мы получаем информацию от внешнего мира и при необходимости используем ее для совершения осмысленных действий. При сбое этой модели сенсоры начинают выдавать информацию, не соответствующую объективной реальности. Так возникают сны, галлюцинации, а в тяжелых случаях – бред. В сенсорное хранилище поступает информация, собранная со всех органов чувств. Его можно представить в виде различных небольших хранилищ. Зрительное – иконическое, слуховое – эхоическое. Допустим, вам сообщили какую-то важную информацию. Вы собираетесь ее записать, но вам в это время кто-то позвонил на телефон. Чаще всего в этом случае информация теряется, и вам придется узнавать ее опять. Это говорит о хрупкости промежуточного хранилища. Как и сны, оно легко затирается новыми мыслями самого человека. Этим же и объясняется хрупкость сновидческих воспоминаний.
5 способов быстро уснуть. Легкий ужин, отсутствие алкоголя, минимальное количество выпитой воды. Ароматерапия или проветривание комнаты, принятие душа. Легкая музыка или звуки природы. Комфортное место и поза для сна. Умеренные физические нагрузки. Нужно заниматься спортом, прогуливаться перед сном, дышать свежим воздухом, не есть тяжелого на ночь. Ну, это все известно, но редко кто из нас этого делает. Вот это все известно, как правильно жить. Способы уснуть – это в первую очередь расслабить и свое тело, и расслабить свой мозг. Расслабить телом, пожалуй, можно походить, потренироваться или просто прилечь в удобном положении. А расслабить свое мышление – это понаблюдать за мыслями. То есть успокоить свой ум, сделаться наблюдателем происходящего. Некоторым людям помогает такой способ. Они могут представить у себя в сердце цветок или коробочку и собрать весь свой ум, все свои мысли, которые их волнуют, в этот цветок, в эту коробочку. И закрыть ее, как будто цветок закрывается в ящичек. Если они будут так представлять себе, то это может помочь уснуть быстрее. Существует немало способов анализа и интерпретации сновидений. Как правило, исследователи сходятся, что формы, которые наше сознание придает этим вещам в сновидениях, разнообразны и обусловлены, скорее всего, индивидуальным грузом впечатлений и ассоциаций. Если мы видим во сне какие-то пугающие образы, то мы должны в первую очередь распознать это как сон, распознать это как иллюзию. Тогда они перестанут быть пугающими образами. Если мы вдруг увидим бушующий огонь, то, распознав его как сон, мы будем способны пройти через огонь, и он не сможет нас обжечь. Таким образом, мы можем поступать во сне как угодно и менять что угодно. У нас есть метод осознания себя во сне. Об этой реальности, о бодрствовании мы должны думать, что это сон. Требуется выработать у себя привычку воспринимать все, что с нами происходит, как сновидение. Потому что если мы будем воспринимать эту реальность бодрствования как сон, мы с вами будем все время себе говорить, что это не на самом деле. Это во сне, я сплю, это просто мне все снится. И у нас появится привычка, что мы видим сон. Так и во сне мы вспомним и скажем: «О, это сон, это просто сновидение». Люди формируют у себя очень-очень сильные намерения понять, что они находятся во сне. Я обязательно сегодня во сне осознаю, что это сон. Если постоянно его формировать перед сном, очень сильно думать о том, что я обязательно распознаю сон как сон, в какой-то момент это обязательно произойдет. Может быть, не с первого и не со второго раза, но потом это получится. Ну, по сути дела, карта Таро – это такая инфантильная детская реальность, картинки. Ребенок видит картинку, говорит: вот, а там домик, а на домике там кошка. У таролога возникают какие-то ассоциации, которые он связывает на самом деле со своей жизнью, со своим опытом, может быть, в меньшей степени с опытом пациента, потому что он ничего о нем не знает. Находится колесо фортуны. На ней, значит, добрый дух и злые духи. Куда фортуна повернется, туда или в ту сторону, неизвестно. В картах Таро, как и в астрологии, существует техника перегрузки. Очень много изображений. И куда фокусы внимания упадут у предсказателя, да, исходя из того, что он интуитивно почувствовал или клиент ему рассказал что-то. В основном я так вот сталкивалась, в основном они все о себе говорят. Люди не все хотят развивать свое мышление, им легче услышать чей-то ответ, рецепт, чем действовать самому, изучать себя. Потому что это все-таки психоанализ, это рост. А рост иногда подразумевает и наличие боли, а люди боль хотят избегать. Поэтому им лучше находиться в таком приятном сне относительно какого-нибудь благожелательного
предсказание. А если оно неблагожелательное, тогда человек платит деньги, и этим самым он искупает то чувство вины, которое у него возникло в результате каких-то событий. Тайны сновидений сегодня перестают быть таковыми. Поисковая система Яндекс опубликовала популярные темы снов, которые часто интересуют пользователей сети интернет, а варианты их толкований предлагают рассмотреть многочисленные сонники. Относительно сонников, это как бы такая замершая модель, где нету места для дыхания. Чем больше человек пользуется гороскопами и сонниками, впадает ли он в иллюзию? Наверное, у него есть причины, по которым он не может жить в действительности в этой, и он ищет психические убежища. А вот психоанализ – это как раз разговор о связях с реальностью. По сути дела, человек ищет связывание аффект тревоги, пытается эту тревогу каким-то образом компенсировать. Пускай не самым удачным, с помощью сонника, предположим. Ну а кто хочет глубже смотреть? Может, у человека и нет запроса знать, о чем на самом деле это сновидение. Правду человек также и боится. У каждого человека одно и то же сновидение может означать совершенно разное. И это правильно. Как и цепочки ассоциаций, у каждого они индивидуальные, неповторимые и особенные. Способы естественного пробуждения. Открытые шторы и солнечный свет с восходом солнца является самым действенным способом проснуться. Помогает встать свежим телом и духом отсутствие плотного ужина перед сном. Самомотивация проснуться до будильника к поезду на важную встречу автоматически включает внутренний будильник на пробуждение к определенному времени. По поводу просыпания, это же, в общем-то, включение и волевых каких-то процессов, потому что хочется спать человеку, если он не вовремя встал или ему надо раньше встать. Но есть слово «надо», и, наверное, «надо» многих будет. Тревога должна быть у человека, но на определенном уровне. Если нет тревоги вообще, то значит нет и мотивации к действию. Намерение к познанию своих снов есть и у любителей талисманов. Самый популярный ловец снов пришел к нам из традиций индейцев. Ловец снов подвешивается рядом с тем местом, где спит человек, чтобы он мог свободно вращаться. Он автоматически фильтрует и пропускает лишь хорошие сны, а плохие запутываются в его паутине, как и злые духи. Современная эзотерическая культура считает, что ловец снов помогает помнить сны и осознавать себя внутри них. Сон – это некое сообщение от подсознания, ну, в такой грубой форме. И если у человека накипело что-то на душе, например, да, он не всегда может осознавать мотивы своих поступков. Иногда он прогнозирует события и делает это невольно. Ну и сон способен это показать. Быть может, в такой образной форме, но тем не менее, в большинстве снов содержится нечто для человека важное. Для того, чтобы получить максимально истинную интерпретацию сна, в нашем эксперименте через сновидческие форумы было отобрано 12 человек для проведения сеанса гипноза. В первом эксперименте мы разберем, является ли сновидение, которое человек помнит и которое, быть может, повторяется чем-то для него важным, или это просто какая-то фантазия или бредовые мысли. Во втором эксперименте мы изучим или попытаемся выяснить, чем полезны осознанные сновидения и чем вообще сны помогают для человека и могут помогать для него. Когда человек маленький растет, у него не сформировано логическое мышление, у него сон и бодрствование, они неразделимы. Вот то же самое происходит и в гипнозе, когда слова, они не анализируются, они воспринимаются так, как они есть, буквально. Порой подсознание показывает вам какое-то событие, которое, как
правило, может и произойти. Оно просчитывает гораздо больше, чем это делает ваш сознательный ум. Это первое. И второе, то, что я называю там проверкой на гипнабельность, проверкой на внушаемость. По сути, это некий элемент самогипноза. Насколько вы сами можете контролировать свое состояние, можете управлять своим состоянием. У вас очень хорошо развита вот идиомоторика, то есть ваше представление, оно рождает отклик в теле. Вы думаете о чем-то хорошем, у вас становится хорошо. Вы думаете, что пальчик должен подняться, он поднимается. Ваша мысль, она рождает отклик в теле. Сядьте так, как считаете удобным. В ходе следующих, там, наверное, 3-4 минут я буду просить вас и открывать глаза, и закрывать глаза. Все, что от вас требуется, это четко следовать инструкциям. Сделайте неглубокий вдох, чуть задержите дыхание и на выдохе позвольте векам закрыться. На выдохе закрыли глаза. То, что вспоминается, то вспоминаете. При этом осознавая, что вы никуда не уходите, никуда не проваливаетесь, ваша концентрация, она не пропадает. Она держится за мой голос. Концентрируйте внимание на ваших глазах. Все, что я хочу, чтобы вы сделали, это притворились, что глаза настолько расслаблены, что они перестали работать. Вот как ребенок, будьте как дети. Вот я говорю 1, вы позволили векам расслабиться, вы ощущаете пульсацию в области век. Я хочу, чтобы вы так расслабили глаза, чтобы они перестали работать. Я хочу, чтобы не я, а вы дали команду векам расслабиться и перестать работать. Вы позволяете подсознанию управлять вашими глазами. Веки делаются такими тяжелыми, такими расслабленными, что когда я назову цифру 3, и только тогда, когда вы внутренне ощущаете, что веки перестали работать, вы попробуйте открыть глаза. И чем сильнее будет желание открыть веки, тем они крепче будут сжиматься, тем они крепче будут склеиваться. Вот я говорю 3, ощущая, что веки перестали работать, попробуйте их открыть. Убедите себя в первую очередь честно, что чем сильнее вы пробуете, тем хуже получается. Веки реально склеиваются, вы все осознаете, можно улыбаться, можно все понимать, а веки склеиваются все сильнее и сильнее. А теперь подумайте о чем-то приятном, вспомните какое-то приятное событие своего прошлого, сделайте неглубокий вдох и на выдохе легко и спокойно откройте глаза, почувствуя себя более хорошо, более уверенно. Теперь я сделаю еще один этап, и после оставим тех, кто согласится оставить. Хорошо, а теперь сцепите руки вот таким образом. Представьте себе, что между руками как будто сжат какой-то грецкий орех. Сделали неглубокий вдох и на выдохе закрыли глаза. Вот это состояние в глазах – это необычный покой. Это состояние творческого покоя, магического покоя. Вы продолжаете сжимать этот воображаемый орех. Руки сжимаются, они сжимаются, как два гигантских магнита. Вы видели магниты, вы знаете, что магниты притягиваются. И также руки притягиваются и склеиваются. Они склеиваются вашим подсознанием. Сжали руки максимально, веки при этом можно открыть, а руки крепко склеились. Пробуйте разнять руки. Чем сильнее пробуйте, тем они крепче склеиваются. Честно пробуйте разнять руки, и чем сильнее пробуйте, тем хуже получается. Честно, по совести пробуйте разнять руки, они склеиваются все больше и больше. Когда я щелкну пальцами, руки легко разойдутся, и вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вот я щелкаю пальцами, руки легко расходятся. Руки легко расходятся. Легко расходятся. Профессиональным гипнотизерам были отобраны наиболее гипнабельные. Как выяснилось, это оказались люди, которые занимаются йогой, танцами, работой с телом, люди с богатым воображением или развитой моторикой рук, музыканты. Вероятно, они имеют способность к повышенной концентрации. Далее предстояло провести анализ сновидения под гипнозом. У меня был сон, который меня преследовал с детства. Много раз я его видела, и я не понимала, что происходит. Этот сон случился лет в 5. Я видела комнату, начальная школа, это были парты, столы. И был человек, он собрал нас около стола, крутился глобус. Он был какой-то необычный глобус, поросший мхом, но он живой был. И мы поняли, что это планета Земля. Этот наставник ткнул пальцем и сказал: дальше вы будете находиться здесь. И я увидела за пределами этой комнаты, не было ничего, просто чернота. Это сон, который оставил глубокий след у меня. Ощути, что ты находишься в безопасности,
Когда скоро ты откроешь и закроешь глаза, ты позволишь себе провалиться в глубокий, чудесный покой. Там и тогда ты испытываешь те же ощущения, что там и тогда испытывала маленькая девочка, переживая этот сон. Скажи мне, сколько тебе лет? 9. Там и тогда тебе 9 лет. Скажи мне, что ты видишь во сне? Я вижу глаз. Я когда-то их знала. Этот глобус. Глобус. Что с этим глобусом? Он живой, но как в грязи какой-то, в пыли, в мраке. Я не одна. Несколько таких же, как и я, учеников. Угу. Там и тогда. Там и тогда. Что ты слышишь? Что за мысль доносит наставник? Вы должны улучшить это. Угу. Вы должны всегда улучшать то, что рядом. Там и тогда, вспоминая этот сон, переживая этот сон, где в теле переживания, где в теле ощущение этого сна больше всего. Там и тогда. Этот сон весь в теле, но здесь больше всего. Стань этим переживанием. Я говорю, найди центр этого переживания, самую интенсивную ее часть. Я родилась. Я в крови вся. Я травмирована. Но это не страх. Это борьба за себя. Стань этим ощущением и позволь ему выходить через твое тело. Когда оно покинет полностью, когда уже ничего не будет происходить, ты скажешь, что я закончила. Я закончила. Вот там и тогда, испытав эту борьбу, скажи мне, какой вывод маленькая Лена, быть может, и неосознанно сделала? Не останавливаться. Не заканчивается все. Даже в самой худшей ситуации всегда есть выбор. И этот выбор только от нас зависит. Мы выбираем. Мы выбираем. Никто за нас не может решать. Никто не может. Есть ли какая-то связь между тем сновидением, которое ты увидела, и процессом рождения, где ты боролась и где ты победила? Это связь прямая. Мы меняем свой мир, и мы продолжаем существовать в разных мирах одновременно. И наше сознание не заканчивается только в одном мире. Это как сон. Сон — это смена реальности. Посмотрим на твое осознанное сновидение. Самое первое осознанное сновидение. Идем внутрь? Идем в прошлое. Ты переместишься в то время, в то место, когда ты впервые пережила свой первый опыт осознанного сновидения. И ты уже это знаешь. Когда рука рухнет вниз, правая рука рухнет вниз, ты там и тогда окажешься в своем первом осознанном сне. Там и тогда будь собой. Там и тогда, будучи собой. Скажи мне, сколько тебе годиков? 8. Я летала. Я смотрела, как лучше это делать. И сколько способов можно найти. Это была школа, это была перемена. Ощущение на уровне живота. Как будто из живота идет вот эта энергетика, что генерирует сон. Войди в эти ощущения, найди центр этого ощущения, которое генерирует сон. 1. Вот стань этой вибрацией, почувствуй ее. 2. Иди вниз, внутрь, вглубь, становись меньше и меньше. Идешь в более раннее событие, когда ты осознавала себя во сне. Ты идешь за этим ощущением вниз, вглубь. Когда я назову цифру 3, ты вспомнишь себя в более раннем времени. 3. Там и тогда, будь собой. Скажи мне, сколько тебе лет? 3. Годика 3. Угу. Если что-то, как ощущение в животе, которое тебе знакомо, которое тебя привело в 3 годика. Да, я смотрела на какую-то вращающуюся штуку. Что тебя привлекло в этом вращении больше всего? Завершенность. Есть ли связь между этой вращающейся елой и твоими полетами в 8 классе, в осознанном сновидении? Да, почему-то чувство праведности. Это было чувство восторга. Да, наконец-то получается.
Ощущения я переживала еще раньше. Но восторг был от того, что я это делала другим способом. Да, ведь все дети играют вокруг, а я летаю. Очень хорошо. А теперь вот это ощущение, оно остается с тобой. И когда я досчитаю от 1 до 5, ты легко и свободно откроешь глаза и будешь чувствовать себя великолепно и понимать еще больше и еще глубже. Я правильно понимаю, что чувство восторга, отвращения юлы, оно реализовалось в сновидении? Возможно, да. От медитации, наверное, какой-то сконцентрированности на каком-то объекте, и во сне этот объект была я сама. То есть если в реальности это был просто предмет, который доставлял мне удовольствие, то там я уже была самим этим предметом. Самим чувством, ощущением. Ну да. Один человек из группы, участвовавших в сеансе гипноза, был приглашен на встречу с психоаналитиком для анализа и раскрытия смысла своих снов. А есть сны, которые бы запомнились настолько, что они для вас оказались значимыми, или какой-то может быть, отпечаток в душевную вашу жизнь внесли, или, может быть, какие-нибудь страшные сны, которые вас до сих пор пугают или вызывают вопросы? Да, нахожусь со своей мамой где-то во сне в каком-то райском саду, в общем, в хорошем месте, там солнце и так далее. Какой хороший сон. Мы хотим прыгнуть. Да, мама говорит, ну как же, тут высоко мы разобьемся. Я говорю, мама, это же сон. Мы в моем сне. Мы прыгнем, мы не разомнемся. Все это не настоящее, все это сон. И я сама хочу, прыгну, и все будет хорошо. Мы прыгнули, мы приземлились, все отлично, получили удовольствие от этого полета вниз. И вот именно такое ощущение, что я все контролирую, потому что... Да. Фантазия о могущественном контроле присутствует у нас с момента рождения. Младенцу так страшно, что он может погибнуть, что фантазия о том, что он контролирует мир, и он создал все предметы, которые его окружают, это, пожалуй, та фантазия, которая поддерживает его чувство самоуважения. А с другой стороны, вы видите райский сад, вы с мамой. На самом деле это вы в утробе, и райский сад – это то, где вы получаете еду, воздух, все, что необходимо. Да, все, что необходимо. Вот не то, что там, вот когда человек рождается, уже там есть промежутки, кормление, по часам, уже принцип реальности. А в утробе ребенок получает все. И вот это вот желание прыгнуть, скала, может быть, скала – это, опять же, фаллический символ, может быть, это некое отдаленное представление об отце. Ребенок, он рождается перверзным, то есть пол формируется тогда, когда мальчику одевают голубую шапочку, девочку розовую, ты мальчик, я девочка. Вот это, пожалуй, помогает человеку сформировать половую идентичность. У каждого человека есть психотическая часть личности, и, по сути дела, психоанализ работает с этой частью, современный психоанализ. Вот. А сон хороший. Прям меня порадовал. США. Стэнфордский университет. Здесь трудится автор гипотезы осознанных сновидений Стивен Лаберж. Он опытным путем подтвердил, что в состоянии сна человек частично сохраняет адекватное восприятие действительности. Способность проснуться в собственном сне предоставляет человеку возможность уникальных и невероятных приключений, которые вряд ли выпадут ему в обычной жизни. Осознаваемые сновидения происходят исключительно в фазе сна, именуемой стадией быстрого движения глаз. Эта фаза, длительностью от 10 до 30 минут, происходит 4-5 раз за ночь. В норме она чередуется с фазой спокойного, медленного сна. В восточных культурах есть мнение, что каждую ночь мы погружаемся на различные уровни сна, от дремоты до глубокого сна, где снов нет. А затем мы возвращаемся теми, кем мы являемся обычно. И тогда стираются все отличительные черты, и мы видим вещи такими, какими они есть. И каждый день мы можем ощущать это единство себя.
Проблема в том, что люди просто не могут воспроизвести то, что они видели во сне. Так что это может случаться каждую ночь. Но люди просто не помнят об этом. Есть идея, что если ты будешь развивать ощущение сна, то можно перейти на следующий уровень сновидений. При переходе от одной стадии сна к другой научиться осознавать себя во сне. Лично у меня было несколько опытов, когда я осознавал себя во сне. Я, наверное, сейчас сплю, думал я, потому что здесь нет ничего и никого. Здесь нет сновидения, нет ощущений и воспоминаний, что у меня есть тело, потому что оно исчезло. Так что я был в ощущении полной пустоты. За рубежом я знаю из достоверных источников, что Стивен Лаберш, например, он принимал в свое время участие в исследованиях по программе «Звездные врата» Stargate. Была такая программа, финансируемая ЦРУ, по исследованию ясновидения. Видимо, они как-то с помощью осознанных сновидений пытались выяснить, можно ли в них как-то удаленно воспринимать информацию. Люди с незапамятных времен относились к сновидениям как к доказательствам существования мира мертвых или стране, где обитают боги. Эти знания активно использовались в индуизме, в так называемой йоге сна, или в шаманизме, когда шаман выпивал снотворное зелье для того, чтобы пообщаться с миром мертвых. В начале прошлого века у психологов и физиологов появился даже термин «осознанные сновидения». Оно должно исполнять два условия. Мы руководим своими действиями и событиями сна. Мы осознаем, что находимся в сновидной реальности. Хакеры сновидений – такой же клуб по интересам. Люди научились ходить в осознанное сновидение и таким образом пропагандируют мотивацию для дальнейших осознанных сновидений. Вот и все. Это определенная культура, внутри которой возможно заниматься осознанными сновидениями. Вопрос, куда она в конце концов приведет, там же не описано конечная цель. Я являюсь ученицей и соратником Карлоса Кастанеды, Тайши Абеляр, Кэрол Тикс, Флоринды Донер-Грау. Все мы практиковали с наставником Дон Хуан Матусом. Солнце светит, и у каждого есть своя тень. При таком сравнении у каждого есть и свое энергетическое тело, и оно свидетельствует с нами все время. Тенцигрити учит тому, как его ощутить. Своим энергетическим телом вы начинаете воспринимать мир не как физически существующий. И весь этот холл есть энергия, а физический мир лишь накрывает его, составляя оболочку. Мы изучаем, как контролировать свои сны в обычной жизни, контролировать свои эмоции, свой гнев и так далее, а также как остановить внутренний диалог ума и ощутить тишину. Чтобы энергетическое тело пришло, необходима тишина. Что делает Стивена Стивеном? Есть более глубокий уровень, который не относится ни к мышлению, ни к аппаратным средствам, ни к программному обеспечению. Это некое вездесущее осознание, которое не может быть установлено, но оно всегда присутствует вокруг нас. Я когда-то давно уже начал заниматься просто осознанными сновидениями. Началось все с практики Кастанеды. У меня был один осознанный сон, после которого я проснулся, и я понял, что мир вообще не такой, каким я до этого его представлял. То есть, что он другой, что он сказочный, что он многомерный, что есть огромное количество вещей в мире, которые совсем по-другому выглядят после вот этого сна. И я решил для себя, что это то, чем я буду действительно заниматься. Йогой сновидений я занимаюсь, наверное, уже больше 6 лет. И это дало определенную стабильность в практике, конечно же.
и это направляет практику в определенное русло. То есть осознанное сновидение, как сами по себе, достаточно хаотичный процесс, особенно если в нем нет цели какой-то определенной. Если цель сама по себе просто осознанное сновидение, то ты не уйдешь далеко. Ты просто будешь их видеть время от времени, и все. Мотивация, те, кто занимается просто осознанным сновидением, обычная, без цели, у них очень скоро мотивация угасает. Дримсталкер помогает сновидящему осознать себя в сновидении. Сами осознанные сновидения он, конечно, не производит. Он помогает человеку войти в осознанное сновидение. Человек, который начинает практиковать осознанное сновидение, должен пройти достаточно длительный путь, чтобы осознать себя хоть первый раз во сне, а когда это становится постоянно, то время потрачено огромное. Прибор несколько помогает уменьшить это время до получения осознанных сновидений. То есть он их не вызывает, он выдает подсказки. И человек при том, как практикует это, должен настраиваться на эти подсказки. Сам прибор состоит из маски и непосредственно самого прибора, который размещен внутри. Для того, чтобы воспользоваться прибором, человек должен перед сном одеть маску с прибором, предварительно настроив его под себя, и уснуть. Когда человек засыпает, когда человек уже спит, он не сразу начинает видеть сны, а только в определенной фазе. Такая фаза называется фаза быстрого движения глаз. В этот момент глаза начинают вздрагивать, и вот эти вздрагивания глаз прибор фиксирует и начинает подавать подсказки. Не сразу, а через некоторое время, чтобы человек погрузился в сон, прошел сон. И сам человек должен отследить, осознать себя именно по этим подсказкам. Это получается у многих. Индустрия новых хай-тек приборов, современных ловцов сновидений стремительно развивается. Желания, которые человек не может реализовать наяву, он может пережить во сне. Это вполне возможно. Некоторые исследователи пытаются экспериментировать с бинарными ритмами, которые, по их утверждениям, резонируют с мозговыми волнами, вызывая особо яркие сновидения и глубокий сон. Так человек устроен, ко всему привыкает, даже к подсказкам этого прибора. Эти приборы, они по движению глаз улавливают быструю фазу сна и подают подсказку в виде каких-то световых, звуковых сигналов. Во сне человек, он может эти сигналы распознавать, да, но он просыпаться не будет, если слишком часто будет пользоваться прибором. Из множества методик осознания себя во сне существует одна универсальная и доступная. Вы записываете на диктофон в телефоне звук или ключевое слово, которое будет ассоциироваться у вас с напоминанием осознать себя. Например, фразу «Я сплю, это сон». Далее скачивайте любое приложение с функцией повтора записи через определенный промежуток времени. Задача номер 1 – опытным путем определить громкость проигрывания ночью во время сна. Так, чтобы запись не будила вас полностью, но в то же время вы ее могли слышать сквозь сон. Задача номер 2 – определить время между проигрыванием, например, 60-90 минут, чтобы попасть на удачу в фазу быстрого сна, где происходят сновидения. Наше обычное сознание крепко основано на физической реальности. Мы воспринимаем, ощущаем все окружающее нас через наши 5 чувств. И это железобетонная реальность. В дополнение к этому, в моей традиции, в которую мы верим, у нас есть еще одно тело энергетическое. Когда люди приходят на наши семинары, они делают это через изучение специальных движений. Им нужно 10-20 минут, чтобы ощутить свое энергетическое тело.
В этом состоянии они проснулись. Они чувствуют такую энергию, которую не испытывали прежде. Восприятие расширяется от узкого до такого широкого, в круговой панораме на 360 градусов. Они чувствуют то, что находится позади себя. Большинство людей могут это. У нас левая рука тянется вверх, а за ней тянется правая рука вверх, как бы левая ведет правую. И при этом мы делаем вдох и выдох. Давайте сделаем несколько раз. Итак, вы научились контролировать себя в своих привычках и делах в этом мире. И нужно научиться делать то же и во сне. В первом, втором, третьем, четвертом уровнях сна вы будете учиться говорить себе самому: «Так, вон там находится дверь. Я хочу пройти к двери». Потому что в первый раз, когда вы увидите это во сне, вы скажете: «Дверь, где же она находится? О, я лечу». Но у вас нет никакого контроля над этим. Ничего. Но приобретая возможность контролировать себя здесь, вы получаете возможность контролировать себя там. Вы можете подойти к двери, подумав: «Я хочу, чтобы за этой дверью были Гималаи». Открываете эту дверь в своем сне, и Гималаи находятся именно за ней. Потому что вы автор этой идеи. И та же самая мысль прослеживается в следующем. Если появляется страх в вашем сне, то вы просто говорите: «Нет, уходи прочь». И он просто растворяется, потому что это ваш сон. И это то, что называется быть творцом своего сна. Контролируя себя, вы способны контролировать свои сны. И это не работает в обратную сторону. Вы должны привнести этот контроль отсюда. И их тишина позволяла им иметь полное восприятие и быть полностью соединенными с своим энергетическим телом. Это распространенный миф, что йога-нидра может заменить обычный сон. Но вот, как я уже говорил, йога-нидра в классическом варианте – это не сон, а именно трансовое состояние. Но биохимических механизмов обычного естественного сна она не заменяет. Поэтому может сократиться время сна, потому что человек лучше высыпается, он сбросил многие напряжения, сон стал более спокойный, более глубокий, и поэтому ему нужно меньше часов на сон, чтобы восстановиться. Это возможно. Но полностью заменить нет, невозможно. В йога-нидре остается сознание человека. Оно очень расслаблено и пассивно, но оно остается. То есть человек понимает, что происходит, он делает все абсолютно добровольно. Он в любой момент может встать и прекратить практику. То есть он не становится зависим от ведущего, как это бывает в медицинском директивном гипнозе. В йога-нидре есть конкретная техника, которая называется чидакаша дхарана. Чит – это ум на санскрите, акаша – это пространство. Дхарана – это фокусировка внимания или наблюдение такое сфокусированное. То есть наблюдение за пространством своего ума. Сатьянанда так и описывает, что это наблюдение за внутренним экраном в области межброви, на котором идет спонтанный поток образов, впечатлений разных, воспоминаний и так далее. Эта техника служит для того, чтобы разгрузить подсознание от накопленных напряжений. Ум начинает выбрасывать эти впечатления, а человек их наблюдает, как будто это какой-то кинофильм, как бы со стороны. Тогда происходит процесс разотождествления. Человек встает в позицию отрешенного внутреннего наблюдателя и наблюдает за потоком собственных впечатлений. Важно, чтобы наблюдатель не вмешивался в этот поток и никак его не, пытался видоизменять, в отличие, например, от осознанных сновидений, где идет сознательная работа с этими образами. Здесь он должен просто наблюдать, как будто он сидит на берегу ручья, а ручей течет. Он просто смотрит, созерцает, больше ничего не надо делать. Тогда происходит разгрузка. Это дает навык, что и в обычной жизни, если он попадает в какую-то ситуацию, где его психика начинает колебаться, в стрессовую ситуацию и так далее, он может мгновенно переключиться и посмотреть на все со стороны, не поддаваясь эмоциям, чужим влияниям, и сразу же объективно оценить. То есть это очень полезный навык, который дает стабильность ума. Ведь в йоге одна из ключевых целей, вообще в йоге в целом, классической, это стабильность сознания.
И в буддизме есть специальная практика, которая является йога сновидений. То есть мы заставляем собственное сознание даже очищать свое сознание во снах. Сам сон мы не контролируем, но мы контролируем вход и выход в сон. И внешняя жизнь, реальность, которую мы проживаем, она должна приносить человеку огромное удовлетворение или счастье. Творите добро, тогда вы будете спокойны и счастливы. И тогда вам будут снятся хорошие, спокойные и добродетельные сны. Разработки искусственного интеллекта активно развиваются сегодня. В одном из экспериментов компания Google провела тестирование искусственных нейронных сетей, предназначенных для распознавания и описания изображения. Для того, чтобы понять, как созданная ими система думает, команда разработчиков попросила ее создать образы, основанные на определенных запросах. Результаты, демонстрирующие, как сеть искусственного интеллекта интерпретирует окружающий мир, получились странными и завораживающими. Если искусственный интеллект обучали видеть зверей, то в любом изображении он будет искать именно их. Deep Dream применили к известному фильму «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и вы можете видеть, что фильм воспринимается компьютером как жуткое нагромождение ужасов. Искусственный интеллект создает собственное изображение на основе того, что он выучил. Полученные картины стали бесподобным шедевром механического мозга. Инженеры назвали их снами. Теперь мы знаем, что искусственному интеллекту тоже снятся сны. Свобода спящего безгранична, но о ней лучше забыть, проснувшись. Просто методов существует огромное количество, настолько же, насколько людей. Столько же, сколько людей. И есть разные люди, которые склонны к различным методам концентрации, аудиальной, визуальной, кинестетической. И, соответственно, и вход в осознанное сновидение возможен через различные каналы. Поэтому не использовать возможности твоего ума, конечно, это неправильно. Нужно использовать то, что ты можешь, для того, чтобы войти. А сама практика, конечно, внутри осознанного сновидения, она, лучше, если она, конечно, имеет отношение к традиции, а не просто хаотическая, иначе ты просто как находился в этой жизни, так и будешь находиться. Ничего не поменялось, ничего не поменяется. Как ходил по кругу своими желаниями и необходимостями, так и будешь ходить. Для просто практики осознанных снов лучше, конечно, спать на спине. И проще, и все практики, которые связаны с ней, они делаются проще. Что касается еды, единственное, что я замечал точно совершенно, это не нужно наедаться прямо перед сном. Если съесть бананов, то вероятность снов, и в том числе осознанных, она чуть-чуть увеличивается. Если съесть сыр, там витамин В12, она тоже чуть увеличивается. Утром человек попадает в фазу быстрого сна практически сразу, после того, как заснет. По-моему, осознанное сновидение, если использовать, лучше для получения удовольствия. Там можно попробовать, что в этой жизни или запрещено, или просто невозможно. Если брать научный подход, то осознанные сновидения могут использоваться в первую очередь для психотерапии ночных кошмаров. Сам факт эмоционального напряжения, которое существует в кошмарах, он способствует осознаванию того, что человек спит.
Ведь вопрос надо задать, для чего нужно осознанное сновидение? В представлениях тех, кто ими занимаются, они считают, что они могут заказать сон, и он исполнится в их реальной жизни. То есть они понимают, что есть реальная жизнь, а есть сновидение. То есть они же не просто так там находятся. Вот. Я думаю, что это такое очень архаическая психическая защита младенца, желание контролировать. Это такой всемогущественный контроль, овладение. Когда младенец думает, что это он и есть этот мир, и он этот мир создал, и эти предметы, эти игрушки, он тоже их создал. И человек, который занимается, его туда же влечет в эти осознанные сновидения, он, возможно, это делает для того, чтобы контролировать и то, что невозможно контролировать. Потому что осознавать то, что ты спишь, и тебе снится, но тебе же снится что-то, и не ты сюжет заказываешь, а он возникает, а потом уже в результате просыпания в сновидении ты там что-то себе придумываешь, как если бы это было бы на самом деле, но это не на самом деле. Я думаю, что это, в общем-то, желание контролировать. Разница между тем, что мы называем сном, и бодрствующим состоянием заключается в том, что в настоящий момент функционируют все наши 5 органов чувств, а во сне только ум. Во сне научиться менять состояние ума легко, так как кроме ума нет ничего. Например, человек очень сильно загруженный, напряженный, у него много работы. Он находится под грузом каких-то проблем. Откуда взялись все эти его страдания? Страдания возникают из наших мыслей, из-за того, что мы не можем контролировать собственный ум. Ум постоянно думает о том, что ему нужно одно, другое, третье. Это должно быть так, то должно быть этак. Вот это постоянное непрерывное мышление о каких-то необходимостях. Оно в итоге приводит человека к страданию. Страдания появляются из наших мыслей. Поскольку во сне все является образом нашего сознания, то у нас нет возможности всеми 5 органами чувств постоянно воспринимать реальность. Мы во сне не функционируем точно так же, как и наяву, когда мы контролируем свое тело, контролируем свои чувства. В обычной жизни у нас подключены все органы чувств, и мы не обращаем внимания на ум. Во сне, как только у нас с вами появляется какая-то мысль, воспоминание, они сразу же возникают в образах нашего сновидения. Если мы с вами сможем успокоить, расслабить наш ум во сне, то наяву он естественным образом сам успокоится и расслабится. Когда человек просто засыпает, когда он себе императивно говорит, то длительность засыпания больше. Ну, то есть он волнуется об этом, ну, и стрессорные гормоны выделяются, и это мешает ему. Баранов считать можно, но вот я советую вот по личному опыту считать от 1 до 10 одной рукой, потом другой рукой. Такая монотонная деятельность то от одного полушария, то другой. В легких случаях бессонницы это помогает. Для хорошего сна необходимо создать в спальне полную тишину, а также не оставлять включенным свет. Не пить кофе вечером и на ночь. Из продуктов рекомендуется перед сном йогурт. Отключить мобильный телефон и ноутбук, то, что волнует ум. Час сна до полуночи равен 2 часам после. Привычка проветривать свою зону отдыха перед сном позволит быстрее уснуть. Большую часть жизни люди проводят в думах о прошлом и будущем, пытаясь просчитать лучшие для себя варианты поведения, страдая от несбыточных надежд и нескончаемых желаний. Любая фантазия, задумчивость или мечта переносит в мир внутреннего, а значит, человек впадает в сон наяву. Люди, когда задумываются, они просто входят во внутренний мир. Я бы назвал это состоянием гипноза. Это просто фантазия. Это некий полет его мысли. Это вдохновение, когда человек на чем-то работает и работает сконцентрированно. Сознание обращено вовнутрь, на свои мысли, на переработку информации. Мы часто этим занимаемся.
Сон и сновидение – это естественный физиологический процесс. Если он возник в процессе эволюции, значит, он естественным образом необходим человеку и, следовательно, полезен. Другое дело, что не все помнят свои сновидения, значит, помнить их не обязательно. Сегодня практика осознанных снов приобретает все новых поклонников, хотя каких-либо строгих методов их изучения по-прежнему нет. Во сне не существует времени, а в жизни оно существует. Существует определенная логика, упорядоченность событий. Вы помните, что с вами происходило, а во сне вы можете не помнить, что с вами происходил. Сон как некая оторванная реальность. И, наверное, в этом и заключается разница между сном и бодрствованием. Память, с точки зрения неврологии, это определенные связи, возникшие между нейронами. А воспоминания или кванты памяти – это пути электрических импульсов, идущих по этим связям. Импульсы, идущие из ствола мозга, растормаживают наиболее свежие следы памяти. Из-за этого в сновидениях мы видим чаще все то, что нас больше всего волнует. То, каким образом они сливаются в содержание сновидения, до сих пор науке непонятно. В процессе воспоминания мы восстанавливаем события. Воспоминания – не отпечаток через копирку, а результат реконструкции того мира, в котором мы получили прошлый опыт. Возможны ли ошибки при реконструкции воспоминаний? Да. Вселенная может быть лишь симуляцией, запущенной внутри квантового компьютера. А что если в один прекрасный день мы проснемся? Или нет? Конечно, в один прекрасный день мы точно не проснемся. А может, это будет уход в сон? Через понимание процессов сна человек может достичь тоже состояния самадхи, то есть такого высшего медитативного состояния. Их основная цель была в том, чтобы, научившись сохранять осознанность и самообладание во время сновидений, человек может использовать этот навык во время смерти, когда он покидает физическое тело. Поскольку они уделяли большое внимание вот этому осознанному процессу умирания и перевоплощения. Обычный человек, выходя из тела, да, в момент смерти, он испытывает хаотичное состояние ума, он не понимает, что происходит, да, его куда-то несет. Это шоковое состояние в некотором роде. А если человек в сновидениях умеет контролировать свое сознание и попадать в нужные состояния, в нужные, скажем, измерения, то есть он не теряется в этом потоке, да, в этом другом уже абсолютно состоянии реальности, то и после смерти он тоже может сохранять самообладание, осознанность и контроль. Поэтому они уделяли огромное значение практике осознанных сновидений. И эта традиция в ряде школ тибетского буддизма передается до сих пор. Вы можете идти на работу, завтракать, идти в школу, водить машину, но после этого вы не вспомните свой сон. И на это нужно всего лишь 5 минут утром. А ведь это целая библиотека снов, и это такая мелочь, чтобы изменить себя. Выскользнула птица, полетела в небо, что-то мне не